колонии Клайд-Потувинский на минувшей неделе подросток угнал машину, чтобы прокатить с ветерком свою возлюбленную. Здравствуйте, вы смотрите программу «Регион-17» и с вами Айсу Мангуш. И сегодня в выпуске. В России две проблемы – дураки и дороги. Каждую неделю происходят дорожно-транспортные происшествия с участием нетрезвых водителей. Соблюдение правил дорожного движения – это гарантия сохранения жизни и здоровья человека. Давно миновали годы, когда бандитская романтика была на пике популярности, но спустя даже 3 десятилетия периодически появляются примеры свиданий в стиле лихих 90-х. Так, на прошлой неделе 16-летний романтик угнал автомашину со своего места работы, чтобы произвести впечатление на свою спутницу. В столичную полицию обратилась 23-летняя владелица автомашины Toyota Celica с заявлением об угоне. При обращении девушка пояснила, что оставила свой автомобиль на одной из автомоек Кызыла для химчистки салона и забыла забрать ключи, а утром не обнаружила свое транспортное средство на территории автомойки. Угнанное транспортное средство было остановлено на одной из улиц города Кызыла инспекторами госавтоинспекции, за рулем которого находился 16-летний ученик 9 класса одной из школ города Кызыла. Подросток был отстранен от управления транспортным средством, а само транспортное средство было помещено на специализированную стоянку. Несовершеннолетний, который на учете ПД не состоит, в присутствии своего законного представителя дал признательные показания. Подросток будет поставлен на учет в ПДН, а в отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. О том, оценила ли криминальный поступок своего горе-романтика его юная спутница, история умалчивает. В селе Сукпак 10 июня около 2 часов дня произошло дорожно-транспортное происшествие, наезд на препятствие. По прибытии сотрудников полиции на место ДТП было установлено, что 80-летний водитель не справился с управлением автомашины и допустил наезд на забор. На момент происшествия в салоне транспортного средства находились водитель и 3 пассажиров. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир, 75-летняя жительница села Сукпак, которая с различными травмами госпитализирована в хирургическое отделение резбольницы номер 1. Установлено, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, в больницу доставлялась 9-летняя пассажирка автомашины с ушибом мягких тканей лобной кости. Ей назначено амбулаторное лечение. Как выяснилось, девочка перевозилась на заднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства. С самого раннего детства мы знаем, что светофор – это сигнальный электрический фонарь. Красный цвет запрещающий, а зеленый – разрешающий. Но эти элементарные правила порой игнорируются даже опытными водителями. Так, на минувшей неделе произошли 2 дорожно-транспортных происшествия, совершенные в результате проезда на красный сигнал светофора и выезда на встречную полосу. 11 июня в 11 часов вечера произошло столкновение 2 транспортных средств на перекрестке из-за нарушения правил дорожного движения. Сотрудниками полиции установлено, что 41-летний житель города Кызыла, управляя автомашиной, двигаясь по улице Кахем города Кызыла, на пересечении улиц Рабочая, проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством марки ВАЗ-2114, за рулем которого находился 31-летний житель города Акдаурак. В результате происшествия пострадал пассажир автомашины ВАЗ-2114, 28-летнему жителю села Ахсабарлык, который госпитализирован в травматологическое отделение республиканской больницы номер 1. 10 июня 10 часов утра на улице Азазской города Кызыла случилась автоавария, участниками которой стали 36-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21104, который, игнорируя правила дорожного движения, выехал на встречную полосу, и 35-летний автоледи Nissan Тирана. Как оказалось, водитель-мужчина не был пристегнут ремнями безопасности, в результате происшествия был доставлен в травматологическое отделение. При проверке выяснилось, что женщина-водитель не имеет права управления транспортными средствами. Проведенное отношение нее свидетельственно показало отрицательный результат. В отношении данной гражданки составлен административный материал за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Кроме того, за последние 12 месяцев она привлекалась 2 раза к административной ответственности за вождение без прав, а также 5 раз за другие нарушения правил дорожного движения. Проверка в отношении мужчины-водителя показала, что за последний год он 3 раза проигнорировал такие правила, как превышение скорости и управление автомобилем без государственных регистрационных номеров. Алкоголь даже в самых маленьких дозах притупляет чувство контроля за движением на дороге. Так, на прошлой неделе в Выборгском районе произошел несчастный случай, где есть погибший.
Известно, что 37-летний водитель автомашины Kia Sportage допустил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. В результате наезда 63-летний пострадавший скончался на месте происшествия. Госавтоинспекторы установили, что водитель не имеет права управления транспортным средством. За последний год он также привлекался к административной ответственности за управление автомобилем без водительских прав. При употреблении горячительных напитков снижается внимание, координация и реакция водителя. Увеличиваются риски несчастных случаев. Несмотря на все негативные последствия, водители до сих пор рискуют своим здоровьем и здоровьем всех участников движения. По информации МВД, 14 июня в 8 часов вечера в селе Дырзыгаксы произошел наезд на пешехода, 15-летнюю девочку, которая передвигалась по обочине. Как оказалось, водителем авто, допустившего наезд, является работница местного детского сада, которая никогда не получала права. Помимо вышеуказанного, автоледи находилась в состоянии алкогольного опьянения, что показало освидетельствование. На территории республики с 10 по 16 июня всего зарегистрировано 50 происшествий, 6 из них с пострадавшими. Также за указанный промежуток задержаны 53 водителя в состоянии алкогольного опьянения и 113 водителей без права на вождение автомашин. Вождение в нетрезвом виде – это серьезное нарушение закона, которое может грозить не только штрафом и лишением водительских прав, но и уголовной ответственностью. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующем выпуске программы «Регион 17».